Ассаламу алейкум рахматуллах. Приветствую всех людей доброй воли. Нас спрашивают, наставляют, просят, особенно молодые, сказать о России, как она создавалась, почему она такая, какая есть. Вот решили ответить на эти вопросы, как бы коротко и сжато. Российская империя сама по себе создавалась на огромном пространстве, оставшейся от Золотой Орды после падения. Империя, она обозначилась от Петра I. Мы об этом и говорили ранее, то есть это документальный факт от 1721 года. Московия, называемая Московия, переобразовалась в Российскую империю. И для этой империи нужен был, соответственно, народ для завоевания. И вот таким вот образом был создан и русский народ. В основном из славян, вятичей, северян, финно-угров, из тюрков, из разных племен и народов, которых ассимилированно, принудительно по сей день приписывают к русским. Сами эти народности и народ имперообразующий отрезан от своих этнических, идентичных национальных корней. Мы знаем, лучшие умы противостояли среди русского народа этому безумию имперскому. И лучшие умы и философы писали, осуждали эту империю, но они уничтожались. Особенно, когда прошли коммунисты, выращенный дворянский класс был полностью уничтожен. И остались вот эти вот люди рабского сословия. А лучшие ушли на Запад, кто остался в живых. И вот Петр I, почему-то никто не говорит о завещании, как план Петра Великого, называют они, план Петра I, как завоевать весь мир. Сначала подавить самую сильную на тот момент Турецкую империю, исполняющая функции халифата мусульман, затем Иран, затем это написано в плане, затем захватить Индию и оттуда, усыпив Европу для этих целей, потом уже шлепнуть, захватить Европу и конечным этапом Азию. Вот этот план заложен в эту империю. Все правители этой империи обязаны пользоваться этим планом. Об этом не говорится официально, но это генеральная линия этой империи. Соболезнования, чаяния народов, горе народов тут неуместны. И этот народ, имперообразующий, именно накачан методом селекции на жестокость, абсолютное отсутствие человеколюбия, захват чужих земель, убийство народов. Этот имперообразующий шовинистический народ считает нормальным делом и своим долгом. У него есть такая дикая пословица у этого имперообразующего народа, который они кричат в центре Москвы: «Нам нужен мир и желательно весь». То есть другие народы нам места там нет.
Они еще заявляют, что благодаря им захваченные народы Российской империи живут благодаря русским. Вот так они говорят. Вот эти вот шовинисты бесчеловечные, имперские. Благодаря им мы живы, они говорят. Возобновили себя Богом. А мы выжили наперекор цели этой империи. Выжили эти народы. И все страдали и страдают по сей день. Не дают им дышать, не дают подняться, не дают развиваться. По сей день империя действует по своему старому плану. А мы удивляемся, почему они такие жестокие. Да, на это они вот так вот накачаны этой имперообразующей программой. Поэтому люди не могут понять, почему эти люди так жестоки. Что они творят с завоеванными народами. Какие изощренные пытки. И что мы сегодня, мы, чеченцы, прошли, это в веках проходим, этот имперский ад. А на нас мир закрывал глаза. И сегодня через Украину мир это увидел воочию. И многие поняли нас, чеченцев, что мы прошли, что нам пришлось пережить. Хотя то, что они творят в Украине, немного мягче, я бы сказал, в сравнении с тем, что они творили у нас. В Украине, слава Богу, весь мир помогает, и весь цивилизованный мир восстал против этой Российской империи зла. Слава Богу, альхамдулиллах. Вот это вот, людьми назвать их нельзя. Это биомасса имперская, жестокая, безнравственная, без веры. Что они творят? Люди просто ахают. Удивляются, как это можно так человеку творить такое. Мирные города, мирные селения бомбят и разносят. А теперь угрожают миру ядерным оружием. Но я не думаю, что они на это пойдут, что они это посмеют, я не думаю. Они блефуют. Они хотят напугать этот мир и принудить принять свои условия. У этого мира в 1000 раз больше сил, и будет соответствующий ответ, как сказал американский президент Джо Байден, ответ будет соответственным. И весь мир в этом убедился, что от этой империи исходит только зло и насилие. И весь мир противостоит сегодня этой империи, помогая Украине. Если Украина победит, победит весь мир. Если Украина проиграет, проиграет весь мир. И я это вот так считаю, и многие так считают, и это правильно. Мы не видели наказания людей, военных преступников за столь тяжкие преступления по всем странам и издевательства над народами. Почему? Потому что это ее цель. Чтобы люди были вот такими жестокими. Ее люди, ее бойцы, так сказать. Как мы говорим, все сами русские, лучшие умы, осуждали и осуждают эту кровавую империю.
Сегодня их несколько человек, всего лишь несколько из 100 миллионов русских. Нету их за 144, это все блеф. Свою цифру империя свою цифру поднимает в численности, как и силу. Это пропаганда. А другие народы, они понижают их цифры. И вот всего несколько человек осуждают. А так называемые демократы, это те же самые имперцы все. И слава Богу, сегодня люди начали это тоже понимать. И что нет никаких демократов в России. Есть несколько человек. Сотник, всем известный, Алексей Романов, самые такие яркие, скажем. Но их мало. Но, слава Богу, мир пришел к пониманию, что это зло надо остановить. И пока эта империя, пока эта гидра, кровопийца, будет существовать, этому беспределу нету конца. Эта империя завладела нынешняя Российская империя. Под личинкой демократия, федерация. Какая федерация? Никакой федерации нет. Это есть чистая империя, где подавляют завоеванные народы малые. Их ассимилируют, а остальных приписывают к русским, особенно северные народы. Кавказцы еще более крепко держатся еще. Их мало приписали к русским. Но в своем внутреннем мире многие ассимилированы. Вот в чем наша беда. Вот, пользуясь огромным арсеналом от СССР, сегодня нынешняя Россия не знает, куда их деть, кормить. Не хочет, и вот кидает на все страны. От Ближнего Востока до Запада. Россия сама по себе очень отсталая, бедная страна. Люди, я имею в виду. Хотя земли имеют самые большие богатства. И живет Россия сегодня в 19 веке, скажем так. Планы ее недалекие, стратегии нет. Всем они известны, действуют по старым лекалам прошлых веков. Из-за этих имперских рамок и обязательств. Вот что мы хотели сказать в основном. Желаем мы всем людям и народам добра и свободы. Желаем мы, чтобы эта имперская кровавая гидра побыстрее погибла и отправилась в небытие. Мы славим свободу, мы славим равенство, мы славим справедливость. На этом мы завершим этот краткий свой ответ нашей молодежи. Всего вам доброго. Не отчаивайтесь. Проявляйте уважение друг к другу. На этом с вами попрощаемся. До свидания. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.